Kahve dünyası. Вот всегда мечтала в таком сфотографироваться. Не как в американских фильмах. Угу. А как, скажи, как ориентироваться в метро вообще проще всего? Пожить здесь? Скорее всего, именно так. Ну, здесь карта вообще информативная сама по себе. Ну да. Ну вон она, видите. Насколько можно Мы понять. сейчас едем сюда? Да. Ну, сейчас мы едем вниз, Да. на берег. Да. Там сядем на паром. А, на паром, на паром. Mama, ona coś zjada. Kawę. Ale. Как Барокко? Венецианский собор. Да, барокко. Но она была нугайка. Она была, вот, которая ее построила, это мать султана Абдельмеджида, она была нугайка с Кавказа. Как ее звали? Безмиалем Валиде Султан. Безмиалем Султан. Безмиалем. Собрание мира. Собрание мира. Мы здесь учились на такси. Стоят несколько машин, и мы выбрали, какую понравилась нам. А у них очередь, оказывается. А тут люди стоят, оказывается, в этом, в очереди. Они как начали на нас, знаешь, так еще, пардон. Мы туда. только спросить. Мы вышли, вон там автобус приходит. Была женщина за рулем, она чем-то забором была. А там узкий. Это мы на новую учили, правильно? Да, Чамлыджа. Так, все. В общем, вот это вот мечеть Мехрима Султана. Это не просто мечеть, это комплекс Куллие. Давайте пройдем. Куллие они строили как Сада Хаджария. Сада Хаджария это продолжающаяся милостыня. Как в одном из хадисов приходит, после смерти человека, человеку только пользу принесет только 3 дела. То есть ему слова принесет только 3 дела. Это мольба праведного сына, это знание, которое человек передал и которое продолжает распространяться. И это вот такой вот Сада Хаджария, это любой инфраструктурный проект, которым люди пользуются и который им приносит пользу. И османы строили мечети, чуть больше денег есть, мечеть построят, меньше денег есть, медресе построят. Если меньше денег, то они построят какой-нибудь парк. Если меньше денег, то они построят питьевой фонтан, чешме, да, вот, и так далее. То есть это в Османской империи, в общем, и в Крымском ханстве тоже так было. А если у человека есть деньги на все это, то он мог построить куллие. Куллие – это комплекс, куда доминантой является обычная мечеть, здесь вот тоже мечеть является. Но в его составе есть еще другие здания, там, другие объекты, в том числе питьевые фонтаны, парки и так далее. Вот здесь вот, например, мы можем зайти сразу отсюда, потому что здесь находится больница.
Чтобы вы понимали, комплекс построен в 1548 году. То есть эта больница с 1548 года работает по наши дни. Вот сейчас это тоже больница. Давайте через нее пройдем. А? Вход бесплатный, да. Это же больница, это не музей. Ну, видите, кабинеты всякие, регистратура. То есть, ну да, почти 500 лет работает эта больница. Здесь. Да. Это мечеть Мехримах Султан. Там такая толпа бабок, да? Бабушек. Вообще, эта мечеть очень интересно построена. Вот удивительная история у нее. Давайте вот сюда вот выйдем. Возьми. Давай, я давай. один. Группа школьников зашла на экскурсию. Смотрите, вот там вот, видите, Галатская башня. Вон она. Да. Ну, откуда мы приехали. И эта мечеть, она связана с этой Галатской башней. Когда Мехримах Султан решила себе мечеть заказать, она заказала эту мечеть у Мимара Синана. И Мимар Синан это был такой выдающийся, да, архитектор Османской империи, он как бы заложил именно основы классической османской архитектуры. И когда она к нему обратилась, он ей предложил построить не одну мечеть, а две. У нее два комплекса, два кулье. Одна вот здесь, вот первая кулье здесь, первая мечеть здесь. А вторая мечеть у нее в Эдирне-Капы, это туда вот, ближе к стенам, к Константинопольским стенам. Феодосия рядом с этими стенами. Почему вот их расположение таким образом было выбрано? Это неспроста. Дело в том, что один день в году, это день весеннего равноденствия, если залезть на Галатскую башню и во время заката посмотреть на запад, то мы увидим, что солнце будет заходить на купол вот той второй мечети Мехримах Султан, а между двумя минаретами этой мечети появляется луна. То есть почему так? Потому что имя Мехримах переводится как солнце и луна. То есть он сделал так, что в один день над ее двумя мечетями солнце и луна, то есть отождествляя ее имя. Слушай, а это что за женщина была такая? Ну, получается, что у нее такое сильное влияние было? Ну, у нее дочь султана Сулеймана. Ну, понятно, но все-таки 15 век, как бы, ну, 16 век. 16 век, это было очень далеко. То есть, и Но женщины имели такой В вес. Османской империи всегда. То есть первый кулье, если мы про кулье, например, говорим, первое османское кулье вообще, да, было построено, ну, если первую мечеть брать, ее построил Эртугрул, это Куюлу Месджиды называется в этом языке. Но первое кулье, это построено в Изнике, есть город Изник, это Никея, древний город Никея, ее построила Нилифер Султан. Нилифер Султан была матерью Орхана, Орхан-бея, то есть она была, скажем так, ну, женой, нет, она была женой то ли Орхана, ну, короче, она то ли матерью, то ли женой Орхана, я что-то забыл. Но это первое кулье в истории Османской империи. Его построила женщина. Обратите внимание, это еще задолго до султана Сулеймана. Это даже не 15-й, это 14-й. 14 А когда первый вообще появился? Что? Ну, вот такой комплекс. Вот, я же говорю, это Не, 14. это женский. Именно женщина. Первая сделала женщина? Первый османский построила женщина. Сразу же женщина построила. Нилюфер Султан построила. Вот это же удивительно. Это удивительно. Это удивительно. Это дочь Орхан-бея.
Да. Ну, это же классика. Вообще, обратите внимание, архитектура этой мечети, она такая, она закрытая, видите, света мало здесь. И при этом колонны, обратите внимание, они дополнительно украшены такими мягкими формами. Да, филия Эклера. Почему так? Потому что через архитектуру Мимар Синан передавал также характер человека. Вспомните Сулеймания мечеть, да, это мечеть величайшего, скажем так, самого могущественного султана османского, это султана Сулеймана. Он для него построил самый большой куллие в истории Османской империи, для султана Сулеймана. Вторая мечеть Мехриман Султан, когда она уже была зрелой, которая построена в 1565 году, она уже там более открытая, там больше воздуха, там больше света. А здесь вот так вот закрыто, очень тонкая работа витражей. Почему? Потому что она была молодой девушкой в расцвете своей такой девичьей красоты и была скромной девушкой. То есть он подчеркнул ее утонченность, красоту и при этом, скажем так, девичью красоту, да, вот такие мягкие округлые формы и так далее. Это все вот на это указывает. Посмотри на этот витраж, это сложно. Да. Очень сложная работа. Все сохранилось, да, то есть ничего не... Да, да. Вот витражи, у Мимара Синана вообще свой такой этот пунктик, скажем так, на витражах. Вот этот витраж, он, конечно, вообще... Вот тот витраж. Происхождение, что он армянином был, Да? там, С Кайсери. Кто он был? Армянин. Армянин? Скорее всего, он был сыном каменщика, как бы, да, вот. Но Многим не нравится, что он армянин. Долмабахче, Ортакёй, все дворцы последнего периода, все это построено тоже армянами, причем не мусульманами. Армяне хорошие Каменщики строители. хорошие. Да, хорошие строители. Армяне хорошие строители. Он же был мусульманином, он же был подчиненным Османской империи. Здесь к армянам никакого пункта нет. Это кто, кому не нравится, это в основном азербайджанцы. Как армяне живут? Отдельный такой момент в росписи и в украшении вот таких вот мест. Вообще в османской культуре чаще всего украшался именно потолок, не стены, а именно потолок. И вот здесь вот мы можем увидеть, как здесь вот украшен такой очень благородный, скажем так, благородная такая темная роспись. Вот. Против отмены. Потом состоялось закрытое заседание. Ататюрк толкнул речь там. И потом парламент проголосовал за. Ну, там неизвестно, что за речь была. Интересно. То есть народ-то был за, как бы, да, вот исламские ценности. Вот это вот тоже часть куллие, это Сибиян Мектебе. Сибиян Мектебе, начальная школа. Но сейчас это место работает как детская библиотека, то есть, опять же, бесплатно, любой ребенок может прийти, почитать книжку и так далее. Это вот часть куллие Мехриман Султан. Ну, это государственное, да, все, бюджетное? Вакуфное, Вакуф, ну. общественное. Просто мы забыли слово вакуф уже в Крыму, поэтому... Вот сюда мы зайдем. Идем. Это кофейня, идемте. На последний этаж будем залазить.
Место местной творческой интеллигенции. О, это к нам. Ну. Пилявджи Осман. Орхан. Вот традиционная столовая. Ей там больше 100 лет. Как-то она по-савдеповски выглядит. Да, именно такая это столовая. Ну, можно так заглянуть просто. На экскурсию? Может, потом зайдем или... Ну, давай посмотрим, что. Держи. Это что за место, Аля? Ага, бар. Салам алейкум. Такое здание есть. Что за место, скажи? По слову. Вот место, где собирается в основном местная такая интеллигенция, да, вот творческая интеллигенция, в общем просто местные жители. Там вот мечеть у нас. Здесь такой дворик у нас. И вот здесь здание, можно тоже в здание зайти, такое старинное здание кирпичное. Ну, это как получается, как типа ресторана, что это? Да, просто чайная. Чайная. Ну, как кофе, короче, как да. Как кафехания. Ага. Чахид Зарифогу. Зарифогу. Здесь второй этаж тоже есть. Вот это дробилка, видите? Это что? Это что-то, ну, такое традиционное, я не знаю, для чего это, но вот они что-то дробили. На лыжи похоже. На этот, сани. Здесь видите камни? Да. Что, почему-то протягивали? А они не в курсе, да? Я не в курсе. А. Не так сильно погружен. О, вот это вот вообще вещь. Да. Деревянная. Видите, украсили, как бы, стены очистили, Да. лофт допустим, Да. и вот такие деревянные двери, они очень подходят под это. Как бабушка смотрит видео с такой. Да, это частая практика. Здесь вот балкончик. Удлинитель прямо на столе. Это такое место, которое чужой человек не найдет. Да, я подумал, ты куда идешь? Оно защищено от туристов таким, знаешь, нуаром таким. Да. В смысле экономия? 1000 лет эта складка простояла. Не, ну наши, например, Да, заштукатурили бы, побелили и все. Айран делать. Ага. Это как этим, да? То есть Ну да, вот. взбивают, как сливки, да. Окей. Но если, допустим, сюда турист придет, его же не выгонят, правильно? Это же общественное место. Да, любой человек может здесь сесть. А почему к тебе Оджа обратился? Ну, не знаю. Иногда бывает, я. Думаю, может, у тебя очки специальные, преподавательские. Здесь туристов особо нет в этом районе. Почему? Ну, такой он не такой туристический. Здесь в основном местный. Это азиатская часть, сюда туристы не доезжают особо. Я, кстати, все время путаю, что это Азия. То есть мне кажется, что вот тут буквально здесь Айя София рядом. Да. Но это говорит о том, что те базарчики, которые возле ISFD сделаны, они действительно натурально под По подобию сделаны. Но при этом там в основном
товары для иностранцев, короче, тогда дороже в 4 раза, чем здесь. Там возле АСП, вот такое было, будет дороже в 4 раза. Оля. Мы когда там жили на этом, возле Софии, неделю, каждый день со мной по-разному здоровался этот чувак. Он не мог понять, откуда я. Buyurun. Merhaba, hoş geldin. Buyurun. Merhaba, buyurun. Buyurun, buyurun. Bak, bir içtiğin paradan bahsetmiyor musun? Ne cevap aldın? Что, зайдем, да? Сейчас посмотрим это. Одно интересное место, Social Tesis называется, социальное место, которое обеспечивает муниципалитет района суда. И в основном для студентов это место. Студенчество. Но оно Очень много, да, социальных мест? Да. Очень интересно сделано. Сейчас посмотрим, короче, внутри. Там и библиотека есть, и ресторан есть свой, и так далее, короче. Такое интересное место. И веранда есть своя. Интересно. Вообще, эту мечеть построила Гюльнуш Амедулла Валиде Султан. Такая очень праведная женщина, она мать султана Ахмеда II. И Мехмеда Третьего. Она попросила своих, завещание оставила, чтобы ей не строили усыпальницу. Чтобы на ее могиле не было ничего, кроме земли, чтобы над ее могилой, на ее могилу падали капли дождя, чтобы падали лучи солнца, и чтобы ветер продувал ее могилу. А сын не мог не построить, потому что культурная тема такая, что если ты не строишь усыпальницу, значит ты не любил своего родителя. И поэтому они ей вот такую вот усыпальницу построили. Все условия подходят, но при этом и дурбе есть. Скажем так, немножко выбивается из общего стиля. Изначально были именно деревянные вот такие, видите, могилки и деревянные такие цельные дома, которые муниципалитет на налоги населения ставит. Потому что народ требует, народу это нужно, чтобы вот такие домики, чтобы они в тепле, в сухости и сыты были, короче. А вообще откуда эта любовь к кошкам такая в Турции, Даже в не только Стамбуле? к кошкам, в общем к животным, в общем к Ну, животным. собак я не вижу.
Собаки тоже есть, но они просто второго класса, скажем так, да, вот такие. Второго эшелона. Второго эшелона, да. Их прививают, их стерилизуют, и они такие не агрессивные, лежат такие пузатые везде. Вот. А вот так, это Куш-сарай, видите? Да, это вот, когда эта мечеть строилась, это Куш-сарай уже тогда поставили. Именно дворец похож. Он в виде мечети. Да, да, Минарета да, там да. есть. В виде мечети. Вот это что, как вы думаете? Ну, гроб похоже, первая ассоциация. Ну, мусульмане-то хоронят в земле. Ну, понятно. Это, короче, резервуар для воды. Сюда, здесь, видите, берут омовение. Раньше вода не стабильно шла. Сюда наполняли воду, здесь были краны. И когда воды не было, они здесь брали омовение. Это тоже садака джария. Это тоже садака, то есть милостыня, которую человек оставил. И здесь даже написано: Сахаб аль-хайрат валь-хасанат, мархум аль-хадж Мехмед Аганан Рухуна Фатиха. И 1282 год. То есть человек, видимо, скорее всего, его дети, они поставили от его лица вот такое садака, и пока им люди пользовались, он получал за это награду. Ну, его, видите, не убирают. Может быть, придется опять вот такой резервуар использовать. Здесь правильно поставят просто, и отсюда тоже будут брать там время. Поэтому его здесь оставляют. Это такой вот садака. Через двор мечети можем пройти. Давай. Эти ворота называются Тач-Капе. Тач-Капе это коронные ворота, да? Ну, это главные ворота мечети. Именно когда вот открывали мечети, через них, то есть эти ворота открывали, потому что они главные, и открывали со словами «Я фаттах», «О», открывающий, да, вот имя Аллаха использовали. И именно отсюда мы можем увидеть, что задумывал архитектор, что он хотел нам показать. Да, вот это вот лицо мечети. У нас очень похоже в Симферополе. Да, да, Очень. это же османская архитектура. Да. Шарики сдулись. Это шадурван. Здесь видите, какие копки. Когда шадурван наполнялся, сюда тоже вода наполнялась. И отсюда могли птицы Для птичек, попить. да. Да, вот отсюда. Отлично. Это место для джаназа. Для чего? Джаназа. Ага. Джаназа на ночь. Вот, видите, там написано аят. И столы, то есть здесь в гробах перевозят, ставят гроб с телом усопшего и делают джаназу. А почему в гробах? Перевозят до кладбища в гробу, короче. У нас в ковре перевозят, а здесь именно в гробу, потому что, ну, у муфтията есть свои правила и так далее. И полностью муфтият берет на себя все расходы. Там, место не покупается, гостей кормить тоже не родственники делают, это государство. Курицу с рисом. Для всех? Да. Курицу с рисом там, и так далее, полностью обеспечен. Гостей покормить и так далее. А на машине специально привозят, ставят, джаназа читается, едут на кладбище, потом хоронят. То есть не в доме, да? Не из дома вот так? Нет. Хоронят как? Берут с гроба, достают уже тело в саване и хоронят в саване, то есть не в гробу хоронят. Некоторые думают, что в гробу перевозят, в гробу хоронят. А почему не из дома? С чем связано? Не из дома что? Ну, вот как вот у нас. Вот. Ну, здесь принято в мечети. Вообще в арабских странах прям внутрь мечети заносят. А здесь вот снаружи мечети, возле мечети. Традиция. У нас, да, у нас джаназа читается дома. Во дворе читается дома. Да. Здесь, обратите внимание, Мухна Сулейман тоже. То есть печать Сулеймана. То есть это сегодня как Маген Давид, звезда Давида известна. А на самом деле сионисты этот знак в качестве своего восприняли только в 1895 году, когда был сионистский съезд, и там Иоганн Герцель, и они там на голосовании решили этот знак взять, потому что он не ассоциировался с иудейской верой. А так как они были материалистами, атеистами, да, в основном, они не хотели ассоциироваться именно с иудейской верой. Поэтому они взяли вот такой вот не семисвечник, а вот именно... А сейчас же он со всеми иудеями ассоциируется. Да, сейчас он такой еврейский символ стал. А раньше это был мусульманский символ. Символ власти, символ защиты от джиннов, короче. Вот власти над джиннами. Вот такой. Потому что это считается, что именно вот этот знак был изображен на перстне
пророка Сулеймана, алейхиссалям, который правил и людьми, и джиннами во время своей жизни, и он носил такой крест. А как он мог джиннами править? Да, ему Аллах дал такую власть, над джиннами. Считается, что именно посредством этого перстня. Вот, поэтому считается так, поэтому вот этот знак, он есть, он на флагах многих государств, там, в том числе, например, вот эта тамга рода мансурских, она именно в виде тоже Мухр Сулейман, не потому что они евреи, а потому что это власть. То есть они показывали, что... Признак власти. Да, признак власти. Они показывали, что их тамга это символ власти. Символ власти. Так, что харбуз? Арбуз 29 лир, вот харбуз. 25. Хавун 50, это ты дыня хавун. 25 лир килограмм. Итхал 100 лир, 100 лир стоят бананы, но это 300 рублей получается. Кирас. 200, 600, ну красивая черешня. Так, ну вот здесь вот кофейня. Или Круг здесь огородный. сразу перемалывают, там же обжаривают. вот Пойдем там посмотрим поближе. А сколько стоит? Надо купить его? Вот цены. Скажи этот 100-граммовую пачку. Abi 100 gram alabilir miyiz? 100 gram. 100 грамм у нас по-другому, в другом контексте говорится. Здесь такого контекста нет, не существует. Да, вот интересно, да, культура как раз здесь. О, у них и дебек есть. Да, не существует. Дебек тоже надо. Nereden aldın size mi öyle? Здесь внутри, кстати говоря, тоже интересная платформа. Красиво. Да, интересно. Красиво. А здесь тоже есть, да? Или здесь не свежий? Здесь не такой свежий. Ну, кто его знает. А он точно сегодня, ну, свежий примол? Bunlar taze mi bunlar? Bugün çekilmiş. Окей. Как они интересно называются? Да. Они вот эти чашки не продают? Ну, это их коллекция. gram. 100 gram normal Türk kahvesi, 100 gram menengiç, 100 gram gıdak. Это получается с фисташками, меньше вес. Руми Мехмед Паша. А старейшая это сколько ей? Ну вот она, 1770
С первого года. А почему раньше не было? Во сколько? Раньше не было. Это первая мечеть построена? Да, самая старая мечеть в азиатской части Стамбула. Вот это место. Это что? Это вот это социальное место. Ага. Очень интересное. Там оно сложно составное. И там и библиотека, и ресторан есть, и галерея. Короче, разные места. А в чем вот эффект вот этих социальных мест вообще? Почему их так много? Не то, чтобы много. Что, народ плохо живет? Почему социальное? Нет, это не в том смысле, что народ плохо живет. Это место, куда можно прийти и хорошо посидеть, то есть хорошее обслуживание, чистое место, вкусная, хорошая, качественная еда. При этом ты не заплатишь сильно много. То есть это делается больше не для заработка, а для того, чтобы люди пришли и могли как бы нормально посидеть. Вот. А это место, оно еще отличается тем, что сюда могут студенты прийти. Я думаю, мы садиться не будем еще. Просто посмотрим. Прикольно. А то они встречают сразу, чтобы посадить. Вот это вот О, основной смотри. зал. Смотри, как красиво. Основной зал ресторана, ну, это часть библиотеки. Класс. Сюда многие приходят с семьями, позавтракать большими компаниями. Круто. Как такая библиотека, да? Да, это часть библиотеки. Библиотека сама. Здесь еще есть детская комната. А? Если с детьми пришел, можно детей скинуть туда. А, детская, да? Да, все, и да, и все. Видишь, дворик это комплекс получается. Такая веранда здесь. Здесь тоже можно посидеть. Это все один комплекс, да? Да, там музей. Музей дворцов, типа женщин, дворцовых женщин, да, как сарай Кадынлары. Угу. Женщин дворца. Вот. Дворцовых женщин немножко. Да. А там вот мы видим дворец сам. Дом Абахчи. Да, вот. Давайте спустимся вниз, там есть библиотека, библиотеку и посмотрим, есть ли что-либо, какая-то выставка в этом. Там есть галерея, Ну что, очень крутое место. Атмосфера соответствующая. Приходят с семьями, с детьми. Очень все красиво, аккуратно. Круто. Логотип района. Скудар. Скудар это же путник, да? Это Скутари. А? Это римское название Скутари. Просто на турецкий лад произнесен. Римское название Скутари. Скутари. Скуталец. Скутари. Скутари. А что это значит? Просто это место, где казармы солдат. Снабженные скутами. А, А книги, получается, можно... Нет, это библиотека. это библиотека. Здесь, видите, студенты, они там готовятся к экзаменам. Студент, почему читают, короче, по этому расписанию дают чай, кофе, кексы бесплатно. Да, вот. И в
вечером, то есть в 6 вечера, дают еще и суп, чорба, мерджимек. То есть для чего? Для того, чтобы студенты, они пришли не кушать туда наверх, а они пришли здесь почитать книги, подготовиться к экзаменам. Сюда не обязательно с этих книг. Сюда можно прийти со своим ноутбуком и посидеть, почитать, или со своими книгами. Просто многие студенты живут в общежитиях, и там нет условий, да, вот. Поэтому они сюда приходят и, если что, пить чай, кофе, и еще и накормят, да, супом, чтобы спокойно, галереи, кстати, нет, а там бывает, допустим, выставки каких-то ученых и так далее. Здесь также туалеты, там осмоление и так далее, то есть, чтобы не нужно было выходить в метель, там, как во время намаза, чтобы здесь можно было сидеть. Можно вот так вот, можно прямо выполнить часть. Сесть салон — это тишина? Как социальная столовая не выглядит, да? Вообще нет. Последнее бы подумал об этом. И здесь сразу шум такой, да? Мы можем сесть, если вы проголодаетесь, время обеда есть. И реально не сидят птицы на ней? Да. На куполе я практически не видел. А так я видел, что... А вон сидит, да, смотри. ну, на минарете там, Да. и т.д. На куполе особо не сидят. Но я видел там один раз, наверное, был какой-то сидел там, но это в плане формате исключения. Здесь также само Куллие вот, построено в 1580 году, 16 век, и вот с тех пор вот, например, библиотека, она по сей день работает, так же, как и библиотека. Вот, мечеть сама тоже, кстати говоря, мечеть сама получилась маленькая. Вот, из-за того, что она на берегу, во-первых, да, и во-вторых, из-за того, что купол именно на этой высоте должен был быть. И поэтому, как-то надо было объяснить Шемсі Ахмеду Паше, почему ему за его деньги строят маленькую мечеть. И поэтому Бимар Синан построил эту мечеть ровно в пропорциях Каабы. Вот, да, ровно в пропорциях Каабы. А какой мусульманин будет против того, чтобы его мечеть? Хитер. Да. Очень даже хитер. Сейчас сессия же. Сейчас время сессии. Все книги. Я тоже вот только вчера вот. Освободился, да? Да, ну последняя, у меня там домашка была, короче, такая, ну, экзаменационная работа по османским документам. Я ее только вчера отправил. Вот Здесь она, так- прямо на берегу. Да, специально сделали, здесь они деревянные сделали, а деревянные от морской воды это же сразу, короче, портится. А какая функция вот этого? Просто Для этого. как набережная. Хазарфен Ахмед Челеби был такой инженер в османское время. И он совершил первый в истории человечества межконтинентальный полет. Он прыгнул с Галатской башни. Вот, придумал такие раскрывающиеся планер, такие крылья. Выбрал день, который подходил по ветру, по погоде и так далее. Спрыгнул с Галатской башни и перелетел 3,5 километра и вот здесь вот приземлился. Достаточно успешно. Вон Галатская башня. Мы же оттуда приехали. Что-то крутился. Ориентир потерял, да? Это исторический факт, да? Его, правда, потом сослали в Алжир. В Алжир сослали. Ну, чем-то он не понравился султану. Ну, типа ученый, наверное. Ну, Нет? он, короче, не посвятил этот прыжок Я султану, понял. во-первых. Во-вторых, после этого Галатскую башню стали называть башня Хазарфена. Я думаю, что из-за я того, что он понял. сильно вот таким популярным стал становиться. И у него был брат, кстати говоря, интересный такой, Мехмед Челеби. Вот Ахмед Челеби, а этот Мехмед Челеби. Он посвятил свой прыжок дню рождения дочери султана. Прыжок, говорю, полет. Но он полет не на планере совершил,
первый в истории человечества полет человека на ракете совершен. Он с мыса Сарай-Бурну взлетел на пороховой ракете, там он сделал себе отсек в этой пороховой ракете. Взлетел, и когда ракета набирала уже максимальную высоту, она замедлилась, скажем так, да? Он вышел с этой ракеты, раскрыл миниатюрную форму. Серьезно? Да, миниатюрную форму этих крыльев раскрыл и в Босфор, короче, спланировал, то есть как на парашюте. И его там подобрали уже рыбаки. И вот это, за этот факт его там султан наградил, денег дал, короче, и так далее. То есть он такой в фаворе был у султана из-за этого. Они два родных брата. Один межконтинентальный полет совершил, второй первый полет человека на ракете совершил. А Ну, что по перегрузкам вообще? Я думаю, что не такая прям сильная скорость была, но выдержал. А в конце жизни Мехмед Челеби все-таки какую-то немилость султану попал. Его сослали, но не в Африку, а в Буджак, Аккерман. Мгм. Вот. И он там Аккерман, это же этот? Белгород-Днестровский. Ну да, И он там вот интересно. дожил свою жизнь там, короче. Не ожидал здесь это услышать слово Аккерман. Это же родной город этого Василия Ломаченко. Да, боксера. да. Но это столица Буджакской Орды. Буджакской Ордой управлял одно время Кантемир Мурза. Мурза из потомков Мансура. А заказ как? Гарсон подойдет. Я давно здесь не был. Там холодное, здесь горячее блюдо. В этих лодочках это блюдо? Bunlar ne? Kuzu etli parmak kebap güveçte. Это этот пармак кебаб. Короче, это... Баклажаны, пальчики. Это ягненок, да. Kuzu et. Helvasan tava. Beşamel soslu güzel helvasan tava. Et mi orada? Et var, parça et var. Давай, я беру. Ötki sarma yoğurtlu dedi ya. Ты что? Да, все заказывают. Нет, кто что хочет, давайте идем. Önce paket mi buraya mı dedim sana? O kalaş kebabı. Kuzu etli yufkaya sarılma. Ну, да, в сливочном соусе. Тесто. Тонкое тесто. Ben korkuyorum sigara kevşem. Tamam. Tamam 4 kadın. Recai bir talaş kebap, bir kadımıdı köfte. Я не знаю, вот съем и все. Рис или булгур, что-нибудь будете? А это подается булгур? Можно его? Да, можно. Оно вот так подается. Нормально, нормально. Дайте это булгур что-нибудь дать? Можно булгур, да. Ciğer sarma. Да, bir tane bulgur. Bir tane bulgur. Az kebap Neyse, ben bunları bırakıp geliyorum. Tamam. Заказали в общем столовке. Сейчас будем пробовать. Должно быть интересная штука. Сейчас будем проверять.